Польский народ – один из самых многочисленных и моноэтничных в Восточной Европе. Его происхождение одновременно просто и имеет множество необычных фактов. Итак, от кого же произошли поляки? Поляки, как и прочие славяне, появились на исторической арене чрезвычайно поздно. Уже давно пал Рим, конники Аттилы отступили за Дунай, а германские племена массово овладели римскими провинциями. Славян же все еще нигде не видно. На территории Польши проживали представители лужицкой и поморской культур, которых связывают с венедами. Еще 10 лет назад, венеды прочно ассоциировались со славянами, однако сейчас очевидно, что это была скорее кельтская культура, претерпевшая сильнейшее германское влияние от вандалов и готов, которые жили рядом. Конец эпохи венедов положили готы, которые высадились на Балтике и огнем и мечом прошли всю будущую Киевскую Русь, истребляя непокорных. Место венедов в Польше заняли вандалы, германцы, виртуозные конники, которые оставались там до времен прихода гуннов. Безусловно, в крови нынешних поляков немало следов от кельтов, венедов и вандалов-германцев, но основная масса славянского населения проживала где-то восточнее и южнее. Лишь в 7-8 века в Польше появляются славяне, и за короткий срок занимают огромные территории, так называемой ползучей миграцией, они небольшими группами земледельцев расселяются вдоль рек. Возможно, ключевую роль в расселении славян в Восточной Европе сыграли авары, которые не только отогнали живших тут германцев, но и принудительно расселяли славян вокруг своей ставки, как буфер на случай нападения. Легенды гласят о 3 братьях по имени Чех, Лех и Рус, которые разошлись в разные стороны, в поисках владений. Лех ушел на самый север, пока не увидел огромного белого орла. Сочтя это за знак свыше, Лех сделал этого орла своим символом. В древних книгах пишут, что область Норик является матерью и прародительницей всех славянских народов. Эта область находится в современной Австрии, федеральная земля Штирия, и располагается между современной Словенией и германской федеральной землей Баварией. Также в книгах говорится, что от этих паннонцев родились 3 брата, сыновья пана, владыки паннонцев, из которых первенец имел имя Лех, второй Рус, третий Чех. Эти 3 умножились в роде, владели 3 королевствами. Королевство шляхов, Чешское королевство и королевство русских, последнее из которых в первое время имел название Русский Каганат, так как первоначальными монархами в Русском королевстве были царские аварские рода, уцелевшие после разгрома их Карлом Великим. Так, к IX веку разнообразные польские племена объединяются под угрозой нашествия с запада и оформляют Польское королевство. К слову, поляков издревле называли лехами или ляхами, а вот слово поляк бытовало одновременно с лехами и происходит от корня поля, жители полей или племя полян. Несмотря на доминирование гаплотипа R1A, балты, славяне, в Польше довольно много носителей гаплотипа R1B. Таким образом, поляки произошли от славян, вернее являются наиболее чистым славянским народом, который в самой малой степени подвергся иноземному вмешательству. И интересно также, что столетиями польская знать культивировала историю того, что она произошла не от славян, а от скифо-сарматов. Славянами считались низшие слои, якобы исторически содержащиеся в рабстве. А шляхтичи — это сыновья гордых всадников, пришедших когда-то с востока. Но все же, даже если это и так считают польские ученые, то сколь-нибудь серьезного скифо-сарматского вклада в генофонд поляков обнаружить не удалось. Гаплотипы сармат либо отсутствуют, либо растворены в почти 60% типа R1 среди большинства поляков.